ханы кемей. В Башкирии количество разводов выросло, а браков уменьшилось. Башкортостанда айырылышыуҙар һаны артһа, никахлашыусылар һаны кемей. Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Доброе утро. Здравствуйте. 11 мая в Уфе, и не только в Уфе, в эфире «Уфимский разворот». В студии Дарья Кучеренко, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Можно присоединяться к нашему эфиру. Пишите смс по номеру +7 927 304 1051. Не забывайте подписываться. Смотрите нас в Фейсбуке и на Ютубе. Там прямая видеотрансляция. Мы почитаем газету одну, она нам пришла, и непечатную прессу. Мы послушаем фрагмент из программы «Персонально ваш». Мы поголосуем. Это все в первой части. А после 9:30, после перерыва на новости, к нам присоединится гость. Мы пригласили заместителя председателя организации «Башкорт» Руслана Габасова и поговорим с ним об акции, которую готовит «Башкорт», об акции в защиту Шихан. Это все во второй части нашего эфира. Если у вас уже сейчас возникают вопросы к нашему гостю, повторюсь, это Руслан Габасов, присылайте по номеру +7 927 304 1051. Давайте начнем с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. Газета «Труд» пришла нам сегодня, и так как это газета «Труд», то про труд на 6-й полосе, тут про молодого специалиста, который поехал работать в село, про молодого ветеринара, вот такие заметки, как из советской прессы, про, значит, тех, кто едет работать на село. Если вам интересно, это на 6-й полосе. Я отмечу вот какие материалы. Музей будет интерактивным. После сильного потопа из-за коммунальной аварии в Музее солдатской славы в Уфе сильно пострадали экспонаты и архив. Но музей не только восстановили, но и готовят к новой реконструкции. В нашем музее, рассказывает председатель Комитета социальной и правовой защиты граждан и военнослужащих Эдуард Гайсин, уже 21 год экскурсии проходят по заявкам от организованной группы жителей. Ну, то есть просто так не попадешь туда. Это нельзя просто прийти, и тебе и дадут билетик. Мне, конечно, нужно стыдно, заявку только я подавать. никак не могу вспомнить, что за музей, где он находится. Я знаю, музей... Комсомольской 23/1. Угу. Я тоже не была там ни разу. Но музей, кстати, воинской славы, мне кажется, есть, солдатской славы есть почти в каждом городе. Посещение бесплатное. Частые гости, призывники, студенты вузов и колледжей, школьники Уфы. Можно подать заявку на сайте. Интересен он собранной информацией по всем погибшим жителям Башкирии в чеченском и ряде других вооруженных конфликтов. Сегодня мы запустили проект реконструкции музея с целью сделать его интерактивным. Кроме того, в плане объединить экспозицию, информацию о погибших солдатах с проектом «Правда героев», который существует год. Это рассказы о жителях республики, совершивших геройский благородный поступок в обычной жизни. Ну, вот если интересно, на 6-й полосе есть про этот музей. По Уфе прошел бессмертный полк, мы вчера об этом говорили. 9 мая в 5-й раз состоялась общероссийская гражданско-патриотическая акция. По традиции шествие, в котором приняли участие тысячи граждан, прошло по проспекту Октября. Не меньшее количество приветствовало торжественным «Ура!» колонну по обе стороны проспекта от остановки транспорта «Спортивная» до остановки бульвар Славы. На сайте, который недавно появился, RB Today, если кто не знает, это сайт, который официально относится к торгово-промышленной палате республики, они их учредители, они их финансируют. Туда перешла довольно сильная команда журналистов из разных уфимских СМИ. И вот вчера у них увидела материал, они сделали в графике, как менялось количество участников бессмертного полка. И там прям такая вот
можно сказать, почти прямая линия вверх идет. В этом году, конечно, там прям рекорд. Вот сейчас я открою и скажу, сколько было предыдущие. Просто открыла уже другую статью. Там В этом году 100 тысяч говорят, судя по измерениям, из воздуха, я так понимаю. Ну да, мы можем говорить, что это из воздуха, потому что мы не знаем методики подсчета. Вот, я, значит, открыла, сделали они это вчера. Ну вот смотрите, Руслан, вот я говорю, практически прямая линия. Начинали в 2014 году с 4 тысяч, в 2015 году уже 15 тысяч, в 2016 году на бессмертный полк 51 тысяча вышло. Ну, это официальные, да, какие-то данные, очевидно. В 2017, в прошлом году 60 тысяч было, и в этом году уже вот 100 тысяч человек. Ну, то есть прям очень заметно выросло количество участников. Что еще в этой статье? Ну, наверное, все. Да, вот тут про праймерис есть статья, как, видимо, во всех газетах, которые мы читали на этой неделе, но мы об этом чуть попозже поговорим, про праймерис в этой же части, но чуть попозже. Праймерис Единой России. Давайте пока почитаем еще. Медиакор-сеть публикует интервью с матерью подростка, который напал на школу в Стерлитамаке. Происшествие произошло 18 апреля в первой школе, я напомню. Виновник происшествия заключен под стражу, общественность его судьбой не интересуется, пишет журналист Эзария. В наше время хорошо бы знать, почему наши дети нападают на школы и кто способен это предотвратить. Надо отметить, что это не первое интервью матери мальчика, который напал с ножом на одноклассников, но вот региональным СМИ это, по-моему, первое большое интервью. Да, ссылки на федералов я видел, а вот здесь довольно-таки подробно. Сейчас и учителя, и ученики в один голос говорят, что в этом коррекционном классе была спокойная атмосфера, отмечает мама, что никто никого не обижал, только это неправда. Сыну в школе было плохо, одноклассники обзывали его инвалидом и аутистом за тугоухость, чуркой, черномазым. И еще одно нехорошее слово здесь приводится. За смуглый цвет кожи. Артем вел дневник, там он писал, что не хочет жить, что никем не может стать, разве что мусорщиком. Как вы с мужем пытались ему помочь, спрашивает журналист. У нас с сыном теплые отношения, мы его очень любим, поддерживаем. Он хороший сын и брат, очень домашний. С удовольствием помогает мне по хозяйству, ни разу не ночевал нигде, кроме дома. Даже у бабушек родных не оставался. Если у него проблемы, делится, рассказывает. Мы много разговаривали, убеждали его: сынок, не обращай внимания, что ты слушаешь, кто они такие. Ну вот опять, родители всегда чаще всего считают, что дети с ними делятся и рассказывают им все, что у них на уме, но даже если он рассказывал им действительно, как его это обзывают, это вовсе, мне кажется, не означает, что он рассказывал им и все. Не знаю, кто из подростков прям все рассказывает родителям, даже если очень доверительные отношения. В этом возрасте, я думаю, что подросток способен найти правильные слова для того, чтобы успокоить родителя, в общем-то, да и кого угодно, там, учителя или еще кого-то со стороны, кто придет вмешиваться, скажем, в личную жизнь. Вот и знаете, дальше... здесь есть такой момент, в интервью я обратила на него внимание. Извините, Руслан, что я перескакиваю, но мне кажется, он важный. Говорят, что вы, увидев сына под лестницей, сказали ему: это твой выбор, и убежали домой. А его отец даже не поехал с ним в карете скорой помощи. Я помню, это много обсуждали, что родители абстрагировались тогда от своего ребенка. А вот женщина говорит, что это неправда. Я побежала не домой, а в киоск за водой, мне было плохо, я была в панике. Я тут же вернулась, стала звонить мужу, и муж приехал на машине. Она говорит, зачем ему было ехать в карете скорой помощи, когда он мог поехать в больницу своим ходом. И якобы они вот были на связи все время со своим сыном. Ну и дальше вот... Дальше она объясняет, на самом деле, что происходит, что системе все равно, она говорит, что будет с ребенком. Педагоги волнуются за свои должности, правоохранительные органы ищут, кого бы сделать крайним, все спокойно. При этом она отмечает, что учителя ее лично поддерживают и пишут ей в WhatsApp: держитесь, главное, что все живы. Есть такой момент. Прочитайте интервью, довольно-таки интересное, на МК-сайте оно публикуется полностью. Значит, про Уфу пишет о том, что на следующей неделе в Уфе начнутся отключения не только горячей, но и холодной воды. Довольно-таки большой график по дням недели приводится на сайте. Опять же, кого это может затронуть, можете найти более подробную информацию. В горячий, да? Не только горячий, но и холодный. О боже, началось. Добро пожаловать в лето. Отключение горячей и холодной воды. Я даже адреса не буду приводить, потому что... Чтобы не расстраивались все. Просто зайдите, посмотрите, что у вас опять 2 раза за лето отключат. Это, конечно, кошмар абсолютный. В «Коммерсанте» обратили внимание, что в Курултай-Башкирии собирается избраться полный тезка экс-сенатора Игоря Изместьева. Значит, его зовут Игорь Владимирович Изместьев, 64-го года рождения. Он работает на заводе, по-моему. Так, он намерен избраться в Курултай по Нахимовскому избирательному округу номер 23.
Работает инженером стерлитамакского филиала госхолдинга «Башспирт», отмечается в его заявке. Я проверила год рождения, у него 60, по-моему... Четвертый, да, у Игоря Изместьева, который сейчас находится в тюрьме, 66-й. То есть не совпало. Я же думаю, боже мой, неужели как-то там уже так все придумали? Ну нет, это, видимо, реально просто совпадение такое. Хотя фамилия не очень распространенная, я бы сказал. Угу. Ну, еще что-то мы отметим или все, будем завершать обзор прессы? Еще небольшой, обращу внимание, 14 жителей Башкирии пока не имеют доступа к мобильному... 14% я сказал? Нет. Вы сказали 14 жителей Башкирии из 4 миллионов. Это, конечно, достижение. Жители Башкирии не имеют доступа к мобильному интернету. Об этом пишет РБК. Здесь приводятся довольно интересные данные. Кто и где, как обеспечен связью в республике, много статистики. И в горных районах в некоторых, а именно в Баймакском, Учеринском, Хайбулинском и Зилаирском, есть вот проблемы, где деревни вообще без связью не обеспечены, потому что недостаточно, точнее вообще нет электричества в ближайших территориях. И вот над этим вопросом, соответственно, есть деревни, где газа до сих пор нет. Ну это вообще, это на каждом шагу. Я не знаю, не половина, но в 30%, я думаю, деревней в Башкирии газа нет. Но мы помним, что нам разрешили собирать валежник, поэтому нет повода расстраиваться. Давайте завершать обзор прессы и перейдем к нашей следующей теме. Вчера в гостях у Руслана был кандидат социологических наук, правильно же я его представляю, да. Арсен Нуриджанов. Вы, я так понимаю, говорили на много разных тем. Конечно, фрагмент мы предлагаем проанализировали минувшие акции. Ну и послушайте, пожалуйста, фрагмент. Пошла информация, что в Госдуму внесено предложение установить ответственность за вовлечение в несогласованные, причем акции несовершеннолетних. Как вы думаете, будет ли это решение принято? Ну, поскольку у нас единорос Исаев, то думаю, что да, 100%. Это хорошая, кстати, идея. Вы знаете, таким же образом можно сделать закон о вовлечение в несанкционированные мероприятия всех прохожих в радиусе 1 километра, всех проживающих в радиусе 2 километров, всех города в радиусе 100 километров. По этой же логике, если по этой логике это железно. Это можно сразу ставить колючую проволоку, обносить все и объявлять это место карантином, зачистку делать. Это нормальная такая практика. Она, видимо, идет где-то с 40-х годов, наверное, у зондеркоманд перехвачена. Я понимаю так. То, что это размытие конституционных основ в очередной раз, и, в общем-то, издевательство, по сути дела, над законодательством Российской Федерации, ну что, тут все понятно. Законотворчество у нас на высоком уровне. Мы же знаем с вами наших депутатов. Депутаты, понятно, мы более-менее догадываемся, примут закон, да. А если потом пойти с жалобой в Конституционный суд, он как-то отреагирует, как вы думаете, или он найдет способ оставить все как есть? Ну, глядя на потерянного Зорькина 9 мая на параде Победы, что-то сомневаюсь, что у него хватит сил пойти против системы. Ведь, понимаете, очень многие у нас сегодня страдают отсутствием принципиальности. Конформизм, он овладел всеми. Вот этот коллаборационизм такой внутренний, когда мы фактически когда многие фактически становятся предателями своего народа, внутри являясь частью этого народа, это, к сожалению, такая яркая примета времени. И очень мало людей, которые действительно идут с открытым забралом. В этом плане, например, мне очень жалко Чанышева, который, мне кажется, один из представителей молодежи, такая смелая, открытая девушка, да, может быть, не в полном объеме согласен с тем, что она делает и предлагает. Может быть, есть там заблуждение с ее стороны, но то, что она искренне в своих порывах, это не вызывает сомнения. Вот искренности сегодня мало. На этом фоне администрация Уфы говорит, что 100 тысяч человек вышли на бессмертный полк. Были ли искренне эти люди, кто вышел на эту акцию? Затрудняюсь сказать. Думаю, что большинство были искренни, потому что все-таки передача эстафеты через поколение и пронос своих родственников такая действительно хорошая гражданская акция, заразительная. Другое дело, что мы с вами видим, и в средствах массовой информации это появляется, что власть пытается забюрократизировать это, заорганизовать это мероприятие, как и все, впрочем, чего не касается власти. Но, тем не менее, это светлое такое действие, и даже если кого-то туда попросили прийти... Ну, то есть, если даже среди этих 100 тысяч есть там, условно, 10 тысяч организованных людей... даже если там 50 тысяч, даже если там 70 тысяч организованных людей, то 30 тысяч пришли точно совершенно по воле сердец. И уже когда они проходили все вместе одной колонной, то, я думаю, воодушевление и единение было уже равносильно и распространялось и на тех, и на этих. Вам не показалось, что это соревнование в количестве тех, кто ходит на бессмертный полк, оно уже не главное
негласно идет среди, я не знаю, городов, регионов, и даже, может быть, служит критерием там, эффективности работы местных властей. Абсолютно верно, я же про это и говорю. Понимаете, раньше это была первомайская демонстрация. Сегодня на Первомай мы, что идти? Сегодня понятно, что профсоюзы, коммунисты идут. А куда идти? Несколько десятков человек. Да, в Москве побольше. А куда идти остальным? Нашли очень хороший заменитель, не 1 мая, 9 мая, бессмертный полк, куда люди действительно могут выйти и пройти по улицам. И хороший весенний день, и почему бы нет? Это неплохо, когда задача власти является воспитание патриотизма и развитие патриотизма в народе. И то, что власть хочет и пытается заниматься патриотическим воспитанием, это правильно. Другое дело, что я уже говорил, за организованность везде, отчитаться, поставить галочку, понимаете, там это власти в крови. К сожалению, последние десятилетия это приняло такой, характер печальный. Все с мест рапортуют, что все хорошо. И так по всей цепочке. И чем больше они рапортуют, тем больше этих рапортов, благостных и хороших, доходят до самого верха. Что, конечно, формирует целостную картину, искаженную. Искаженную причем. И эта попытка отрапортовать, но ничего при этом не сделать. Очень многие привыкли, что, хорошо отрапортовал, ладно, а то, что не сделано или сделано кое-как, об этом пытаются не думать. И эта подмена рапортов живыми делами, она, к сожалению, играет очень плохую шутку со страной. Арсен Нуриджанов, кандидат социологических наук. Напоминаю, как обычно, что полностью эфиры вы можете слушать на нашем сайте эхо-mskуфа.ру, в нашей группе в Фейсбуке и на нашем канале на Ютубе. А мы переходим к следующей теме, которую мы запланировали. Мы бы хотели с вами поговорить про предстоящие выборы в Курултай, в очередной раз поговорить, и про то, каким образом партии готовятся. Дальше больше, я думаю, будем говорить так или иначе. Я отметила уже, что во всех газетах, которые мы читали на этой неделе, были статьи про праймерис «Единой России». Наша радиостанция тоже о них рассказывает. Да, это правда. Есть там и люди, которые известны даже нашим слушателям. Например, Валерьян Гагин, ведущий программы «Парк искусств». И мы хотели у вас спросить. Понятно, что спрашивать, смотрите вы или не смотрите праймерис, это, наверное, бессмысленно. Я, честно говоря, не думаю, что праймерис прям смотрят много людей. Но есть СМИ, которые рассказывают о праймерис, да. Сама «Единая Россия» так или иначе об этом рассказывает. Предварительное голосование «Единой России» вызывает у вас интерес? Или нет? 262-72-47. Да, праймерис «Единой России» вам кажется чем-то интересным. Вы видите там какое-то соперничество, вы видите там известных людей, действующих депутатов, например. И вам интересно 262-72-47. Нет, праймерис «Единой России» абсолютно вообще бессмысленно, неинтересно, скучно. Может быть, когда они только его затевали, вам это казалось чем-то интересным, но вы увидели, как это реализуется, и вам абсолютно неинтересно. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Праймерис, который сейчас проводит «Единая Россия», это дебаты между теми, кто подал заявки на участие в предварительном голосовании, у вас вызывают интерес. 262-72-47. Голосуйте по этому номеру. 262-72-48. Нет, праймерис вообще не интересно вам абсолютно. Вы не наблюдаете и даже не будете интересоваться этим намеренно. Надо, наверное, несколько слов сказать вообще про процедуру, если кто не в курсе, что это такое. Мне, если честно, я вник в процедуру, мне стало даже интересно. Дело в том, что в праймерис, предварительном голосовании по-русски, могут участвовать все желающие, не только члены «Единой России», что и происходит сейчас. Выборы в Курултай у нас в сентябре, а предварительное голосование 3 июня. Так вот, попасть в списки «Единой России», я подчеркиваю, могут желающие любые. Теоретически, конечно. Но если выиграют праймерис, соответственно. И действительно, там люди разные, очень даже интересные встречаются. Некоторые высказывают точки зрения вполне себе неожиданные. Многие думают, что, наверное, там праймерис «Единой России», там дифирамбы сплошные, действующей власти, например, да? Отнюдь иногда звучит критика, что есть проблемы. Честно говоря, на мой субъективный вкус, это довольно занудно. То есть я бы не сказала, что это прям очень интересно. Да, там бывают какие-то яркие выступления, но если мы говорим о дебатах, именно о споре между кандидатами, то, конечно, спора там никакого нет. Просто каждый высказывает свою позицию,
часто читая ее по листку, явно это заготовка, очень часто там люди, которые вообще не разбираются в той теме, которая у них есть, например, там была, может быть, это какая-то женщина, руководящая творческим коллективом, она рассуждает о проблемах сельского хозяйства, и очевидно, что она в этом не разбирается, и, в общем, и не пытается разобраться. Но вот вы сказали, что каждый может попасть в список. Я вам отмечу, не знаю, как в Башкирии, но в других регионах были скандалы с тем, что в итоговый список кандидатов попадали не победители праймерис. Победители праймерис в этот список не попадали. Будем наблюдать, вопрос. Как это будет в Башкирии. Ну что, у нас неактивное было голосование, сразу скажу. Я делаю вывод, что или мы неправильно сформулировали вопрос, или не очень интересно это было слушателям, но 100% сказали, что вообще им не интересны праймерис, вообще абсолютно. Но мы меняем, хотел сказать, мы не меняем тему, мы уходим на новости, а после вернемся уже с гостем. В столице на Эхе новости. Фракция «Единая Россия» предложила возглавить счетную палату экс-министру финансов, главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину. Он назвал это предложение неожиданным и пообещал его обдумать, пишет газета «Ведомости». Должность председателя счетной палаты станет вакантной после того, как действующий руководитель Татьяна Голикова станет вице-премьером нового правительства. По закону депутаты должны подобрать минимум 3 кандидатов, одного из которых глава государства предложит утвердить. Дональд Трамп намерен заключить с Ираном новый договор. Американский лидер считает, что этому будет способствовать введение жестких санкций в отношении Тегерана. Прежнее соглашение позволило Ирану вплотную подобраться к созданию ядерного оружия, а также заработать $150 миллиардов, которые будут потрачены на распространение хаоса по всему Ближнему Востоку, сказал президент США, выступая перед своими сторонниками в штате Индиана. Трамп добавил, что американские специалисты должны иметь возможность инспектировать военные базы в Иране. В Белом доме не исключают, что Пхеньян может с помощью провокационных действий сорвать предстоящую встречу лидеров США и КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации американского президента, передает телеканал CBS. В Белом доме при этом подчеркнули, что США позитивно воспринимают намерения Северной Кореи свернуть ядерную и ракетную программы. Там также рассказали, что Сингапур был выбран местом встречи лидеров как государство, имеющее хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Пхеньяном. Кроме того, учитывался вопрос безопасности. Дональд Трамп и Ким Чен Ын планируют встретиться в Сингапуре 12 июня. Певица Юлия Самойлова, выбывшая из числа участников конкурса Евровидения, поблагодарила болельщиков за поддержку. Исполнительница добавила, что это был незабываемый опыт. Несколько часов назад стало известно, что представительница России не прошла в финал песенного конкурса. Заключительный этап Евровидения состоится в субботу. Картину французского импрессиониста Камиля Писаро из коллекции семьи Рокфеллеров продали на аукционе Кристи за $3 миллиона. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома. Речь идет о картине, читающей Феликс Писаро. В пояснительной записке говорится, что на полотне изображен 3-й из 5 сыновей импрессиониста. Картина датируется 1893 годом. Ночь на пятницу стала самой холодной в столичном регионе с начала мая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России. По данным наблюдений, температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ опускалась до плюс 4 градусов. В нескольких районах Подмосковья были зафиксированы заморозки. Сейчас в столице 8 градусов, сегодня днем 17-19, переменная облачность без осадков. 3, 2, 1. Реклама. Снижаем цены. Поездки от 80 рублей. Служба заказа такси «Мотор» 2 900 900.
Да что там за люди в горсовете решения принимают? Хотите узнать, что за человек уфимский депутат? Слушайте программу «Депутаты и факты», и вы узнаете, что за люди принимают решения в городском совете. Оригиналы программ по понедельникам, средам и пятницам. 20 мая в Уфе писатель, публицист, литературный критик Дмитрий Быков с творческим вечером «Письма счастья». Мероприятие пройдет в формате интерактив. Место проведения – развлекательный комплекс «Огни Уфы». Подробная информация и приобретение билетов на сайте ufaconcert.ru, в кассах города или по телефону 8 917 34 80 350. Партнеры мероприятия – Зорги Фитнес и сеть ресторанов Даска Гарден. Для лиц старше 18 лет. В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Телефон рекламной службы Эхо Москвы в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. — 9:34 в Уфе, с новостями у микрофона Руслан Валиев. Судебные приставы наложили арест на активы Духовного управления мусульман Башкирии. Это произошло в рамках обеспечения выполнения 3 решений судов, которые ранее постановили взыскать с Духовного управления около 60 миллионов рублей по иску благотворительного фонда «Урал», финансировавшего строительство мечети Ар-Рахим. Как сообщает портал про Уфу, решение арбитражного суда было вынесено еще в конце 2016 года, когда в фонде возникли претензии к Духовному управлению из-за нецелевого использования средств. Управляющий делами Дум Башкирии Ильдар Ишеев подтвердил про Уфу, что арестовано не только имущество, но и банковские счета, включая зарплатный. Он добавил, что сейчас работа управления фактически парализована. Напомню, что после заморозки строительства мечети Ар-Рахим фонд «Урал» обратился с обращением к Рустему Хамитову, а вчера стало известно, что мусульманские активисты написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и разрешить конфликтную ситуацию, из-за которой строительство мечети остановились. Сегодня утром состоится заседание суда по рассмотрению операционной жалобы на арест координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Напомню, что ее поместили под арест на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил организации и проведения митингов. Решение было принято 9 мая по итогам протестной акции, прошедшей в минувшую субботу. Вчера в Уфе стартовал сезон ремонта дорог. Мэрия сообщает, что рабочие приступили к работам на 2 участках. На проспекте Октября от Северного проезда до улицы Чудинова ограничено движение по 2 левым полосам в сторону Черниковки. На автодороге Уфа-Аэропорт на отрезке от проспекта Салавата Юлаева до трассы М5 движение ограничено по половине проезжей части на выезде из города. Сообщается, что работы ведутся в круглосуточном режиме. На этот сезон запланирован ремонт 52 участков, которые нанесены на интерактивную карту, доступную на сайте городской администрации. В Башкирии стартовала профилактическая операция «Мотоцикл». Об этом сообщает ГИБДД республики. В ходе специализированных мероприятий будут выявляться мотоциклы, не зарегистрированные в подразделениях госавтоинспекции. Владельцам мотоциклов сотрудники ГИБДД рекомендуют привести их в соответствие и постоянно следить как за техническим состоянием, так и манерой своего вождения. Транспорт, не соответствующий требованиям, будет помещаться на специализированные стоянки. По данным ГИБДД, в республике зарегистрировано более 100 тысяч единиц мототехники. Завершение выпуска о погоде. По данным Башгидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте!
Продолжаем уфимский разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. В студии Дарья Кучеренко, Руслан Валиев, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Присоединяйтесь к эфиру, номер +7 927 304 10 51. К нам присоединился Руслан Габасов, активист, заместитель председателя, правильно же я говорю, да. Организации «Башкорт». Руслан, доброе утро. Доброе. Чуть поближе к микрофону просит наш звукорежиссер, чтобы всем было хорошо слышно, а чтобы хорошо еще и видно было, то можно зайти на трансляцию на YouTube или Facebook. Там видео из нашей студии, вы можете на нас посмотреть. Но мы, во-первых, хотим узнать, а что за акцию вы готовите в защиту Шихан. Я вот видела, что вы собираетесь обнять гору. Вот как вам эта идея пришла? Сколько людей соберется и когда все это будет происходить? Вообще, эта идея пришла не нам. Это пару лет назад один активист с города Стритамака, он придумал это. То есть он первый решил ее как бы воплотить в жизнь. Но, к сожалению, что-то у него не пошло, и так это все осталось. То есть, и через вот пару лет, то есть мы уже, то есть, как бы решили в чем это будет заключаться? То есть собирается несколько тысяч человек. А сколько? Почитать, например, сколько нужно? По диаметру гора имеет 2 километра 600 метров. То есть, примерно 1500 человек надо, если, то есть, вот так взяться за руки, там 1,5 метра, грубо говоря, каждый человек забирает. Где-то 1500. Придет больше, еще лучше. То есть, вот, и чтобы объять всю гору, нужно вот несколько тысяч человек, взявшись за руки, хотим вот провести такой флешмоб, чтобы показать единение жителей республики в защиту шиханов. То есть это надо еще как бы уточнить, что это идет защита не только Таратау, это всех шиханов. Против промышленной разработки. Да. Какого числа, напомните? Уже завтра, 12 мая, в 12:00 начинается. А если придет меньше, чем 1500 человек? Мы уверены, что придет не меньше. А каким образом? У вас есть специальные в соцсетях, может быть? Да, мы как бы работаем над этим, над рекламой хорошо работаем. У нас в соцсетях есть группа, где уже точно придут 2000 человек, возможно, придут 2000 человек, плюс это местное население, там около 10 деревень, близлежащих к Таратау. Они очень активны, постоянно принимают участие в различных акциях по защите. Вот они выйдут, там везде в Ишимбае, в Стритамаке, в Салавате расклеены везде объявления. То есть, рассчитываем, что придет народу. Это вот как раз та акция, на которую заявку подавать не надо, согласовывать ее с властями. На флешмоб не надо никакой заявки. Вот. И, мало того, руководство МВД, потом Минздрав, МЧС, они выделяют свои, соответственно, эти. Они поедут туда. Они обязаны там быть. Подали туда это уведомление им, чтобы они прислали свои экипажи. Они подтвердили? Да. Никаких предупреждений ничего такого вроде, нет, да? Но как вы думаете, с чем это связано? Может быть, с тем, что глава республики занял такую позицию против разработки Шихан, и вам не хотят мешать? Я просто напомню нашим слушателям, что вы, например, были, я не знаю уж формальным ли, но фактическим организатором акции в защиту башкирского языка, и тогда у властей были к вам большие вопросы, у полиции тоже, а здесь они вот наоборот вроде Возможно, да, то, что глава республики несколько раз заявлял свою позицию о том, что он не собирается отдавать Шиханы в разработку. Вполне возможно, что из-за этого. Но мы не знаем, то есть никаких подтверждений нету этим, таких вот словесных с их стороны, каких-то официальных. А для чего эта акция делается? Вот какую цель вы себе ставите? Обнимите вы гору, сфотографируйтесь. Я же говорю, это показать, в первую очередь показать олигархам из БСК «Соды» о том, что мы едины в своем желании отстоять, что это не только башкиры, но и весь многонациональный народ республики. А потом БСК позовет стерлитамакских рабочих, они обнимут гору в ответ и скажут, как они хотят ее разрыть, чтобы сохранить рабочие места. Сомневаюсь, конечно. Пусть попробуют. А есть какое-то, я не знаю, противодействие как раз со стороны не олигархов уж, а сотрудников, которых там десятки тысяч тоже работают, жителей Стерлитамака? Нет. По соцсетям даже это комментарии у нас везде открыты, то есть не видно никаких провокаций. Бывает там пару человек фейковых страниц, а так, чтобы конкретные люди
с конкретными страницами со своими, чтобы они же там говорили, что вот вы нас лишаете работы и тому подобное. Ничего подобного нету. А как вы туда будете добираться до этих гор? Это будут организованные какие-то поездки? Мы организовали, в общем, в 9 часов утра мы здесь на площади Салавата Юлаева собираемся. Возможно, будет несколько автобусов, а также все приезжают, то есть мы дали объявление, что приехали у тех, у кого есть машины с местами, с пустыми местами, у тех, у кого нет машин, то есть мы все там соберемся, соорганизуемся и колонной выедем. Потом то же самое было объявление сделано в Стерлитамаке, Салавате, в Ишимбае. Там есть организаторы, которые также будут собираться в определенном месте и также будут дружно выезжать. Угу. А государственные СМИ проявляют интерес к вашей акции? Государственные особо не видим мы. Чтобы то есть они пока вам не писали, не звонили, не спрашивали, как можно насколько ее мы знаем, там все-таки мы у них стоим в таком спецсписке, который не допускается о нас какое-либо упоминание. Вот. Ну а такие вот, ЮТВ, Дава, мы знаем, насколько что заинтересованы очень, вполне возможно, там будут снимать. Местное телевидение Стерлитамака, Ишимбая, Салавата, то есть приедут туда. Но вы, насколько я понимаю, не единственная организация, не единственное движение, кто все это затеял. Вроде как там еще партия «Зеленые» имеет к этому какое-то отношение. Нет, затеяли мы, они присоединились уже по ходу, то есть они увидели, заинтересовались, а Руфина Шакапова позвонила, сказала, вот заинтересовалась ваша акция. Мы, говорит, как она говорит, что давно защищает тоже интересы Шиханов. Можно ли как-то соорганизоваться вместе? Ну, в принципе, почему нет? То есть, цель благая. А у вас, вот мне интересно, у вас вашего движения нет, каких-то вот какого-то пунктика насчет того, с какими партиями вам можно сотрудничать, а с какими нет? Вот партия «Зеленые» — это вот как раз та партия, с которой вы готовы сотрудничать. И, по-моему, Руфина Шагапова никогда не отличалась оппозиционными взглядами, там, не была особо против власти. Ничего вас не смущает? Именно, вот я же говорю, надо выбирать цель. То есть, если это цель защита Шиханов, то есть, то почему бы не объединить? Нет, Единая Россия — это разные вещи. Все-таки партия «Зеленых», она не ставит какие-то цели прихода к власти, допустим, там, да, или ну как же, это же партия. Партия всегда ставит цель прихода к власти. Давайте не будем, потому что «Справедливая Россия», она тоже никогда не видел, чтобы она там шла к власти, допустим. Ну ладно, хорошо. То есть партия рознь. То есть они, видать, заняли свою определенную нишу, то есть и вот идут в этом своем ключе. То есть здесь мы вот в этом именно событии не видим никаких либо различий, то есть в наших позициях. А в чем ваше сотрудничество с «Зелеными» сейчас проявляется? Вот в защите Шиханов. Вы ездили в Москву, я видела фотографии, отвозили туда подписи. Но почему-то я узнала о том, что вы собираете подписи, только увидев фотографии уже вот этих стопок с листами. Когда вы все это начали, за какой срок вы собрали подписи? Это вообще подписи собирались очень давно. Допустим, наша организация еще начала собирать их несколько лет назад. То есть мы собирали там часть наших подписей, часть подписей, возможно, сами «Зеленые» собирали. Там все разные подписи. Там часть подписей собирали местные активисты возле Таратау. Там вот Абдрахман Валидов есть такой, старейшина, хранитель Таратау, как его называют. То есть он и его активисты. Там есть и Кумертауский, насколько я знаю, Милюзовский, много разных. А кроме вас и «Зеленых» в этой акции больше никакая организация не участвует? Ну, тот же Курултай Башкир всемирный, я вспоминаю. Нет. А все-таки про подписи. И сколько времени, получается, вы собирали? Я же говорю, мы начали вообще... несколько лет, месяцев. Несколько лет назад начали, но это как бы утихало. То есть то собирали, то есть не собирали. Это люди со всей республики или с каких-то конкретных городов? Ну, мы вот собирали подписи на своих акциях, допустим, то есть кто приезжал туда, то есть получается, что со всей республики, да, но все равно основная масса это близлежащие, конечно. А как вы их перевозили, мне вот интересно, как багаж оформляли в самолете? Да, как багаж оформляли, на руках несли, то есть ящики достаточно тяжелые, 9 ящиков. Вы их отнесли в администрацию президента? В приемную. Как там? На Старой площади, я так понял. Да, общественная приемная. Президента. Президента. Да. И как их зарегистрировали, приняли? Посчитали.
там пересчитали каждую подпись, каждый подписной лист. Пересчитали, приняли, все. И какой-то ответ вам дали? Ну, не знаю, пока ждем. А вы думаете, что такие способы не работают, обращения к президенту? Вы знаете, мы давно занимаемся общественной деятельностью, и, как правило, если это какая-то оппозиционная сила обращается, ничего не работает. Но все-таки мы надеемся. Здесь все-таки природа, здесь мнение достаточно большое количество подписей, живых подписей. Это не какой-то интернет, не какая-то интернет-подписка, то есть которым я вообще, то есть, не верю. Вот этим, где подписи когда собирают по интернету. На Change.org, да, на сайте, где собирают? Абсолютно не верю, подписи потому что петициями. сколько было подписей, никогда я не слышу, чтобы там как-то реагировали на них. Скажите, Руслан, акция пройдет. В последнее время была информация, что решение по Шаханам скоро будет принято, причем не где-нибудь, а на самом верху. Если решение будет против, да? То есть за разработку? За разработку, да. Вы какие-то действия планируете? Конечно. Дальше? Мы будем продолжать защищать в любом случае. А каким образом? Ну как вы будете защищать? Вот они пригонят туда технику, начнут добывать. Вы... Соберемся там. Ну это там, я не буду сейчас раскрывать планы, как мы будем действовать, но мы будем защищать в любом случае. Про Всемирный Курултай-Башкир мы сейчас упомянули, и есть еще один повод про него поговорить. Дело в том, что они направили спикеру Госдумы обращение с призывом не рассматривать поправки в закон на языке. В общем-то, наверное, это то, чего вы добивались, да? Всемирный Курултай-Башкир просто исполнил ваше желание. Знаете, да, меня вообще удивил, конечно, этот шаг с их стороны. Что там, что ими подвигло. Но очень хорошо. Мы очень рады, что наконец-то Всемирный Курултай сделал хоть какой-то шаг, серьезный, реальный шаг в отстаивании. Они еще добавили в комментарии, я вот звонил, что мы собираемся, они говорят, собираемся сотрудничать с активистами из Татарстана, из Удмуртии, из Северной Осетии, и что вместе мы добьемся обязательно результата. Давно пора, это я уже давным-давно говорил об этом, что сейчас каждая республика по отдельности не сможет отстоять наши языки, нужно только объединив усилия. И я сейчас уже перехожу к такому выводу, что одними обращениями и петициями дело уже не ограничится, потому что августовские события показали, сколько писалось, сколько подписей собиралось, тот же самый Курултай там собирал, сколько, не знаю, сколько подписей отправлялось, все равно государственные языки были сделаны как необязательные, то есть нивелированы, и все, приняли. То есть какие-то подписи, обращения, они вообще не имеют никакого этого. Ну вот у меня создалось впечатление, что вы как-то перестали эту повестку продвигать, что ли. Вот были митинги, на которых были задержания и потом штрафы и для вас, и для председателя Башкорта, а потом как-то все это утихло. Вы переключились на другие проблемы, вы поняли, что бесполезно заниматься этой темой. Нет, мы не поняли. То есть мы не считаем, что это бесполезно заниматься, абсолютно. Возможно, да, какая-то может быть передышка, но мы сейчас активно работаем. Действительно, я же говорю еще раз, мы поняли о том, что одна республика, то есть или одни общественники в одной республике не могут сделать все, что надо. Мы сейчас активно работаем с общественными организациями, с активистами из других национальных республик, координируем действия. У нас есть чаты, где мы общаемся, принимаем совместные решения. Я думаю, что только в единстве общественных всех национальных республик мы сможем что-то сделать. А что за действия могут быть? Вот вы говорите, подписи отвезли, но обычно эти подписи не рассматриваются, вы говорите, да? Нет, я говорю... Понятно, организации подобного рода, они их принимают, но в итоге никакого решения в ответ не, озвучивают. Вот сейчас вы координируете действия с коллегами из других регионов. В чем суть этих действий? Какие это действия? Просто вы обмениваетесь мнениями, что да, есть проблема, надо ее решать, или вот конкретика какая-то есть? Нет, есть конкретика. Почему? Конечно. То есть, я же говорю, рассматриваем законы общие, да, то есть, что можно сделать уже не просто на уровне Российской Федерации, что можно сделать на уровне уже мирового сообщества, то есть, как подключить другие страны. То есть выйти условно на уровень ООН? Да, ООН, Совбез, там как-то такие страны, такие организации, которые действительно могут как-то помочь. На действие есть противодействие. На вашу активность есть активность других людей, которые считают, что язык не должен изучаться в обязательном порядке. Это не только в Башкирии, мы видим это в разных регионах. Готовы ли вы к какому-то компромиссу с этими людьми или нет? Или вы будете продолжать Смотря какие у них требования.
У них требование, чтобы язык по выбору изучался. У них, к сожалению, вот недавно заявление было активистов там с Татарстана, русских родителей, о том, что вообще запретить национальной республики надо. Ну, что это? Республики как таковые? Да, то есть ликвидировать. Мнение, да. Да, то есть это не то, что мнение, это обращение было. Ну хорошо, это радикальный вариант. Но вот большинство все-таки вроде говорят, что окей, изучайте, кто желает, но вот кто не желает, пусть не изучает. Вот есть компромиссное решение, на мой взгляд, нет? Нет, не компромиссное. Для нас это язык, государственный язык, родной язык должен изучаться в обязательном порядке. Я как несколько раз говорил, еще раз повторюсь, что мы равноправные абсолютно, наши языки. Наш язык не ниже нисколько.Руслан, вот я помню, несколько месяцев назад вы говорили о том, что организация «Башкорт» будет выдвигать своих кандидатов на выборы в Курултай, и изучение языка будет одним из основных пунктов повестки. Защита шиханов, изучение языка. Вы даже говорили тогда, что начали какую-то подготовку. Что в итоге с выборами? Ну, все нормально. Подготовка идет. Вы лично будете выдвигаться? Нет, я лично не буду, но у нас есть достойные. А почему вы не хотите? Ну, есть на то причины. А председатель Башкорта Фаиль Алсынов? Давайте я сейчас не буду озвучивать. Мы сделаем заявление, и там будут указаны фамилии. А когда вы планируете его сделать? Осталось несколько месяцев до выборов. Ну, скоро на днях, возможно, сделаем. Угу. То есть, ну, у нас немного кандидатов, 2-3 кандидата будет, потому что мы все-таки не обладаем ни административным, ни финансовым ресурсом, таким, чтобы можно было тянуть там несколько десятков, да, кандидатов. То есть вы планируете идти по округам одномандатным, получается? Да. Где-то по месту жительства? Да. Идти самовыдвиженцами? Да, то есть самовыдвиженцами. Вы вели какие-то переговоры с партиями? Нет. Ни одна из партий не отвечает вашим интересам? Нет, мы не вели с ними переговоры. Почему, я спрашиваю? Потому что ни одна из партий не отвечает вашим интересам? Да, потому что нет таких партий, которые бы в политическом именно поле отвечали бы нашим интересам. Казалось, в какой-то момент коммунисты были как раз с вами на одной лавке, они, в общем-то, были с вами согласны в изучении языков. Они нас поддерживали, да, но это не говорит, что мы их поддерживаем. То есть их идеология коммунистическая, то есть она принесла достаточно много вреда нашему народу, и поэтому мы считаем, что не стоит с ними иметь какие-либо отношения. Вы готовы поддерживать сегодня какие-то политические движения в республике? У вас довольно много людей. Вот если посмотреть на митинги, вы готовы совместно выходить с кем-то? С «Открытой Россией», со сторонниками Навального, со «Справедливой Россией» с кем-то? К сожалению, вот эти все движения, они тоже не отвечают нашим интересам, особенно, вот, допустим, по Навальному он делал такое заявление о том, что государственные языки также не обязательны, о том, что договорные отношения не нужны, вот, про федеративный договор он говорил, допустим, то есть не нужны они, то есть явно, что у него... Вам очень трудно найти союзников вот с таким пунктом программы. Да, но мы придерживаемся такого принципа. Когда-то один из лидеров башкирского национального движения Ахмедзаки Валиди говорил, что мы не красные, мы не белые, мы башкиры. Но то же самое, мы и не придерживаем ни ту сторону, ни эту сторону. Да, то есть в общей какой-то тенденции мы идем. Руслан, вы мы сами по себе оскорбились шуткой комика Руслана Белого, который приехал в Уфу и пошутил про Салавата Юлаева. Правильно я? Конечно. Вам эти шутки не понравились. Вы не ездили договариваться с ними, ездили другие ребята, но в итоге, насколько я знаю, ничего не сдвинулось с места. Вы как вот эту ситуацию воспринимаете с переговорами? Правильно ли нужно было ехать договариваться? И то, что Руслан Белый никак не ответил, не извинился. Ехать надо было, естественно, то есть ребята молодцы, что поехали. Ну вот еще раз показали, то есть ТНТ еще раз показал свое отношение к коренным народам, к республикам. То есть они вновь обманули в очередной раз, то есть вроде как обещали там, до 21 или до 23 там, апреля ответить. И также и московские наши башкиры ходили туда к ним на ТНТ, и им также сказали, что якобы будут извинения, будут какой-то ответ. Ничего не было. То есть это говорит о том, что они непорядочные. И мы, естественно, мы не простили и не простим. И он, по нашему мнению, он персона нон-гранта здесь, в республике. А если он принесет все-таки извинения, вы примете их?
Но мы уже вынесли решение. Решение это не только наша организация, а всего народа башкирского, то есть который собирался, о том, что нам извинения сейчас уже не нужны его. Все, он будет отвечать. Будет отвечать? Да, будет отвечать за свои поступки. Каким образом? То есть как угроза сейчас звучит его жизни? Нет, зачем? Почему? Или что? Зачем? Мы же делали также заявление, что обращение ко всем депутатам Государственной Думы, к депутатам Госсобрания Курултая, главе республики отправили, в Москву отправили, о том, чтобы они приняли меры, то есть подписи, живые подписи, более 200 подписей отправили. Сейчас получаем ответы, что да, депутаты начинают отвечать нам. Какие меры вы хотели бы, чтобы были приняты в отношении него? Ну, какие возможны, там, я не знаю, уголовные, там, административные, штрафы. Вы хотели бы, чтобы он сел в тюрьму за шутки про в тюрьму слова навряд ли Кивлаева? посадят, давайте не будем утрировать. То есть, но это хотели бы, чтобы он понес какое-либо наказание, о том, чтобы для того, чтобы в будущем, то есть в следующий раз кто-то захочет пошутить, чтобы подумал. Ну, интересно, когда судили Сагита Исмагилова, башкирского общественного деятеля, который репостнул якобы стихи про татар, унизительные, оскорбительные стихотворения, вы были против и говорили, что нельзя судить людей за, значит, репосты стихотворений. Я такого не говорил, что его нельзя судить. Но вы были, я вы говорил, поддерживали но Сагита подождите, Исмагилова в там его же борьбе. доказано, что это не он делал. Ну, а если бы это был он, нужно было его штрафовать? Ну, если это... Подождите, вы переворачиваете. Несколько секунд у нас. Нет, я не переворачиваю, но это же так. Во-первых, это не он делал, понимаете? И я считаю, что тот, кто сознательно разжигает межнациональную рознь, он должен отвечать за это. Мы заканчиваем наш эфир. Сегодня у нас был в гостях активист Руслан Габасов, Дарья Кучеренко, Руслан Валиев. Провели этот эфир. Всего доброго, до свидания. До свидания.